Я разговариваю на 6 языках. Min alta tilde сөйлешем. I speak 6 languages. Je parle 6 langues. Ich spreche 6 Sprachen. 2 родных, 4 иностранных, большой языковой арсенал для Дильбар Садыковой – рабочая необходимость. Руководитель Академии молодежной дипломатии о международном общении знает не понаслышке. Отучившись в татарском классе, окончила университет Торонто и объездила 35 стран. А на родине по-татарски обсуждает с активистами актуальные проекты. Қазір спорт тема бізге бик қызықлы. Сен өзің көресің түрлі чемпионатлар, универсиадалар. Татарский пригодился и за пределами республики. Особая фонетика помогла в освоении французского произношения и не только. Татарский язык в любом случае помогает, в особенности с представителями тюркских народов. Азербайджан, Казахстан, Турция, конечно же. Есть очень многие слова похожие. Известный российский правовед Талья Хабриева сейчас живет в Москве, успела и поработать за границей. Родной язык узнала сначала дома, потом 10 лет изучала в школе. Татарский пригодился на встречах с учеными из тюркских стран, а порой выручает совсем неожиданно. Знание татарского языка, когда вокруг его кто-то не знал, позволяло мне в переговорах достичь определенных успехов. Я это помню, поскольку, вы понимаете, когда рядом сидят переговорщики, которые знают русский, английский, французский, испанский, но татарского они не знают. Есть возможность посоветоваться по ходу с теми, кто знает татарский язык, у меня такие ситуации были, и решить ту проблему, которая возникала. Дочка живет в Англии, но родной язык тоже знает. Теперь дело за внучкой. Внучка, которой 3 года, она засыпает по татарскую колыбельную, я даже плачу. Она своим английским акцентом, потому что папа англичанин, поет «Аля-аля-айда». Росла в татарской деревне, училась и даже преподавала в татарской школе. Карьере Раисы Исахиевой это только помогло. На 5 написала сочинение на русском, поступая в КГУ, окончила юрфак и сейчас заместитель председателя Конституционного суда республики. Карьера юриста началась в Президиуме Верховного Совета Татарской АССР. Меня туда пригласили на работу как знающего 2 языка, татарского и русского, поскольку тогда аппарат был маленький, и мы сами готовили на обоих государственных языках законы, постановления. Язык не обошел и сферу высоких технологий. Директор особой экономической зоны «Иннополис» Игорь Носов татарский выучил куда раньше школьной скамьи, да и не скрывает, раньше, чем русский. Рос в двуязычной семье, но именно русский папа настоял, чтобы до 5 лет ребенок говорил на татарском. Покойный отец был дальновидным, потому что ни для кого не секрет, что те дети, которые растут в двуязычных семьях, им, например, 3-й и 4-й язык дается гораздо легче. Русский учил уже в школе, позже и английский, но татарский первый до сих пор. Нам очень повезло тем людям, которые говорят по-татарски, потому что, зная татарский язык, вы одновременно понимаете и можете находиться в культуре большого количества народов, от уйгуров, с которыми мы разговаривали без переводчика в Китае, до наших братьев-турков. Преодолеть языковой барьер с другими народами или, наоборот, найти общий с соотечественниками. Целей много, средства одно – родной язык. И оно обязательно ведет к успеху. Лена Знатульна, Александр Лобанов, Эльшат Мухаметов, ТНВ «Казань», Иннополис.